По сути, когда ты даешь обязательства, компания какая-то дает обязательства, она не может позволить себе не развиваться. На 15 квадратных метрах мы открыли... 15 квадратных метров! 15! Вот как бы мы ни ходили, интуитивно мы все эти смыслы всегда создаем в каждом из своих бизнесов. После того, как я встала на станцию и получила первые свои 3 отрицательных отзыва, я поняла, что это не мое дело, что я должна все-таки заниматься чем-то другим. Сегодня, друзья, я хочу вас познакомить с девушкой, которая помогла нам открыть Daily кафе в Якутске. Но самое цепляющее в этой истории – это путь молодой семьи, которая когда-то начинала свой бизнес с маленького киоска шаурмы, а сегодня это 50 филиалов. Они продают свою концепцию по франшизе, открыли новый формат. Настя – автор 2 книг. Это молодая семья, еще многодетная. Настя, привет! Привет, Маша! Очень рада, что ты приехала к нам в гости на Алтай. У нас прекрасная погода, прекрасная обстановка. Рада тебя видеть. Взаимно! Алтай так прекрасно встретила. Я, Настя, знаю, что ты только позавчера прилетела с Москвы. Все верно, Маша. Да. Какое мероприятие посетила? Какие впечатления? Расскажи, поделись. С удовольствием поделюсь, потому что еще свежие впечатления от обучения. Это было 3-месячное обучение в Сколково. Называется это обучение «Культурный код». И это новая авторская методика, программа, которую создали креаторы и методологи Сколково. На самом деле это невероятная программа на стыке искусства, бизнеса и методологии постановки креативных решений, принятия креативных решений. Программа длилась 3 месяца, и там целый месяц у нас был подготовительный этап, то есть нам нужно было продумать свой манифест, завизуализировать картинки именно про себя, вернуться опять к себе настоящий, посетить выставки, мероприятия, которые касаются нашего региона, и уже приехать на первое мероприятие, оно называлось «Лаборатория», где мы все вместе думали над своим манифестом и над усилением текущей концепции, либо над разработкой какого-то нового проекта. На самом деле мероприятие потрясающее, и у нас было 2 сессии по неделе, то есть первые 4 дня мы провели в Москве, и потом по истечении месяца еще 4 дня мы провели в Москве. И это новый формат обучения на самом деле, когда ты вдохновляешься искусством, вдохновляешься культурой, получаешь абсолютно новые знания со всех сегментов. И на основе этого у тебя рождаются новые мысли, новые проекты, новые ощущения. И самое главное, здесь ты опять возвращаешься к самой себе, пишешь свой манифест, именно свой манифест, который ты несешь и транслируешь людям, и он не может быть, может быть не равно манифесту твоей организации. Для меня это тоже было очень важно. И вот этот манифест, он, знаешь, он для меня как фильтр постоянного бесконечного потока идей, которые вот как предпринимателю в голову постоянно забиваются. Да. И этот манифест, он такой, знаешь, уже большой фильтр, и ты понимаешь, чем ты все-таки действительно хочешь заниматься, какой он твой масштаб, какой он твой смысл, какой смысл ты несешь в каждом из проектов. Это получается уже такое осознанное построение бизнеса, да? Да. То есть не интуитивно, не стихийно, да, не как вот шло, а вот прям осознанно, чего же я хочу, что же я хочу сделать, да, подарить этому миру. Да, Маш. На самом деле это так, это очень глубоко, это очень осмысленно. И, естественно, мы приехали все со смыслами. Но, знаешь, здесь какой важный, наверное, момент, что предприниматель, он, по сути, всегда и создает эти смыслы. Да? Вот как бы мы ни ходили интуитивно, мы все эти смыслы всегда создаем в каждом из своих бизнесов. Единственное, что сейчас есть методология, да, наверное, создания этого смысла именно из своего личного культурного кода. Вот, и какой культурный код ты в свой бизнес вселяешь, да, и какой смысл, с каким смыслом наделяешь бизнес. И смысл это дух, да, компании, который веет в этой компании. Поэтому его не нужно там придумывать, его не нужно подтягивать, он уже есть. Да. Ага, Настя, расскажи тогда вот про Гриль 1, да, что за смысл вы с мужем заложили в этот концепт?
4 года назад у нас уже был манифест, и этот манифест мы несли нашей команде, нашим гостям, и он звучит следующим образом. Работать с огнем в глазах и делиться своим теплом с гостями. Готовить одинаково вкусно, будь то чашка кофе, либо большой заказ на особое событие. Мы, когда писали этот манифест, он на самом деле отображает глубину подхода нашего личного и теплоту подхода всей нашей команды к построению этого бизнеса. Тогда в цифрах, вот сейчас гриль номер 1, это в цифрах как будет? Это сколько филиалов, сколько партнеров, какой оборот, да, то есть и когда вообще этот путь начинался и кто начинал эту историю? Как начиналось все это? Давай расскажу. Начиналось все 11 лет назад. То есть в прошлом году мы отметили такое глобальное событие, как десятилетие нашей компании. Но, естественно, это не был гриль номер 1 10 лет назад, 11 уже почти лет назад. Это было маленькое заведение «Шаурма» на Лазурной, 36. Шаурма на Лазурной, 36. Да. Вот, на 15 квадратных метрах мы открыли... 15 квадратных метров! 15! 15 квадратных метров с инвестициями в 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей. Основной идеолог и вдохновитель мероприятия всего нашего, естественно, был супруг, потому что он интересовался сферой общественного питания, ему, конечно, хотелось сделать что-то свое, и это, знаешь, это была внутренняя потребность, потому что сейчас вот есть такое ощущение, что предприниматель немножко такая навязанная потребность открытия, запуска бизнеса, да, вот у него это было такое внутреннее большое желание, и я видела в нем вот эту вот колоссальную возможность нести ответственность, да, за дело, за свое, за людей вокруг. И вот он, знаешь, такой как амбассадор, естественно, бренда и вообще всей семьи своей амбассадор, который готов кормить всех вокруг и вот наполнять этим ресурсом. Он был поваром, да? Да, Он да, был да, поваром, да. Мы открыли это заведение. Он каждый день стоял на станции, каждый день готовил. Я помогала, чем могла. То есть, мне кажется, роль женщины – это помочь мужчине реализовать свои цели, вдохновить его, наполнить смыслом то дело, которое он делает, и верить в него, не давать сдаваться. Да. Мы открыли это первое заведение, и через 2 года мы вот открыли уже второе заведение. Но первый год – это самый сложный, но вчера вот мы вспоминали, несмотря на то, что этот год был самый сложный, он был, по сути, самый счастливый. Самый счастливый, потому что мы сейчас опять возвращаемся к тому, что труд на самом деле он наполняет человека, наполняет, он позволяет вот быть в связке с гостями, с сотрудниками, со своим продуктом. И ты действительно счастлив заниматься тем делом, который ты посвящаешь свою жизнь. Первый год был самый сложный, но тем не менее он был вот такой самый приятный, самый счастливый. Я мариновала морковку по-корейски. Говорят, что это была самая лучшая морковка в городе. Я, конечно, пыталась тоже вставать на станцию, но вот после того, как я встала на станцию и получила первые свои 3 отрицательных отзыва, я поняла, что это не мое дело, что я должна все-таки заниматься чем-то другим. Вот. Ну и в процессе работы появлялись новые задачи, да, после первого года я там, допустим, уже кадры подбирала, муж выстраивал другие взаимодействия, начал подбор второй локации, и вот так вот потихонечку мы выросли до 50 заведений на сегодняшний день, то есть вот буквально на прошлой неделе мы открыли юбилейное свое заведение. 50? Да. 50 филиалов. Да. И знаешь, вот здесь важно, наверное, отметить то, что каким масштабом мы мыслили. Да? То есть, когда мы открыли первое заведение, мы каким масштабом мыслили? Мы открыли заведение для того, чтобы кормить гостей в рамках вот индустриального района, да, в рамках района вкусной, доступной едой. Потом, значит, мы поняли для себя, что гостям важно вкус, качество, скорость и безопасность.
да, потому что тогда, 11 лет назад, про безопасность еще мало кто знал, мало было каких-то таких моментов, стандартов разработанных. И когда мы открывали второе заведение, мы уже заложили вот эти стандарты безопасности. И потом мы поняли, что мы можем вот эти стандарты безопасности нести всему городу, да, то есть мы можем сделать вкусное, качественное заведение, быстрое заведение и безопасное заведение. То есть мы заложили для себя вот эту цель, мы ее закладывали неосознанно, ну а потом вот когда бум по ценностям пошел, да, что, ребят, мы начинаем работать по ценностям, и мы никогда не навязываем, да, вот эти вот ценности, мы копаемся в себе, понимаем, что, а мы про что, да, какие у нас ценности. И они, соответственно, вот очень органично... Оно уже начинает транслироваться и ребятами подхватываться. Да. И вот эти 4 основные ценности очень органично были транслированы всем нашим ребятам и гостям. И вот потом, когда появилась первая франшиза, она тоже в рамках какого масштаба появилась, да? Мы приехали в Новокузнецк 5 лет назад и поняли, что там стритфуда нет безопасного, да? То есть это совсем другой уровень стритфуда, нет безопасного, нет быстрого, мобильного. И у ребят была такая потребность привезти в город, соответственно, хороший фастфуд. И мы уже начали думать в рамках более масштабных, да, что мы можем Сибирский федеральный округ накормить, да, быстрым, качественным, безопасным продуктом. И вот этот вот масштаб мышления, он начал двигаться в этой плоскости. Да. И тогда, соответственно, появилась первая потребность продать франшизу. И это, знаешь, это тоже не было навязано, да, как-то какими-то другими тенденциями, стратегиями, потому что мы, знаешь, как будто за год до пика тенденций либо какого-то тренда начинаем уже об этом думать и создавать вот это поле, да. Сначала поле смыслов, потом поле франчайзинга. И вот, допустим, я была сейчас на культурном коде, на манифестировании. На самом деле у нас все есть. У нас есть манифест, у нас есть большая идея. И большая идея — это мы уже там 2 раза пересматривали свою большую идею, а про что мы, про что у нас гриль. Я поняла, что у нас есть и миссия, большая идея, и манифест в рамках гриль номер 1. И вот, что касается обучения, мне важно было именно отделить себя уже от гриля, да, потому что появилась новая концепция, и понять, что большего я даю и грилю, и изи, и какую концепцию мы непосредственно заложим на изи, потому что там нужно, опять-таки, выстраивать все заново. И вот этот вот масштаб выстраивать заново и понимать, где тебе комфортно в этом масштабе, потому что масштаб личности — это такая интересная тема, да, о которой тоже можно будет поговорить, да. А вот и сам продукт гриль номер 1. Ребята, это безопасность транслируется через открытую кухню. Что мы еще здесь видим? 3 основных продукта — это шаурма, пицца и разнообразие вок. Что еще здесь нас добавим? Что ребята, которые нас встречают, они кормят каждый день. Каждый день, да. С утра до вечера. Это самое главное, потому что ребята наша команда, ребята наше все. Очень рада, когда ты заходишь в заведение, встречаешь тех ребят, которые с нами уже 5 лет работают, да, Вик? 5 лет? 5 лет, да. 8 лет. 8 лет! Но это же самая главная ценность, что когда с тобой команда 5-8 лет, 10 лет, да, Настя. Но это очень о многом говорит, да, как бы много на рынке других проектов, да, но ваши ребята всегда с вами. Мы очень рассчитываем, очень надеемся, что они с нами до конца уже. Да. Ну, потому что здесь есть вот этот командный дух, здесь есть ответственность, да, и здесь есть вот то, что, Настя, ты закладываешь, это про душу, да, поэтому вот и сам продукт, ребята. Здесь очень вот такой, это же такой фастфуд, такой, как сказать, правильный фастфуд, можно сказать, потому что все тебе готовят. При тебе готовят, да, из самых лучших ингредиентов. Да, не замороженное, не разогревать, все при тебе готовят. Да, Настя. Мы же когда мы в прошлом году приехали, самое первое знакомство было здесь. Да.
А вот получается, когда 5 лет тому назад, получается, первый партнер появился, да? Да. Это первая франшиза, то есть она была естественным таким, спрос был извне, и вы дали возможность людям открыться по вашим стандартам. Да, да, Маша, абсолютно. Ага. И сколько сейчас у вас партнеров? Партнеров достаточно много, партнеров, около 20 партнеров, потому что многие работают, у многих совместный бизнес, да, на сегодняшний день. Около 20 партнеров в разных городах, но 50 заведений. То есть, видишь, на каждого партнера у нас по несколько заведений, как правило, да, то есть после открытия первого заведения начинается плавный подход к тому, что открывает второе, третье, четвертое заведение. А собственных? Собственных на сегодняшний день у нас осталось только одно заведение. Только одно, да? То есть, получается, даже вы купили? Да. В прошлом году уже было 7. Да. Мы решили в этом году сконцентрироваться только на франчайзинге. Вот. И у нас на сегодняшний день только одна тестовая торговая точка, которую мы оставили себе. Это обучающий центр. Это вот непосредственно такое большое заведение на Попова 88, где, да, ты тоже была. И, соответственно, мы только эту торговую точку оставили. А тогда остальные, которые ваши были, то есть уже так как они, прибыльные концепции, уже кто-то выкупил? Да, конечно, да. Это очень пользуется спросом. И вот, допустим, у нас буквально недавно была ситуация в Междуреченске, что партнер решил продать свое действующее заведение, стояла очередь, честно, на 2 заведения, потому что бизнес понятный, успешный, приносит прибыль постоянно, да, то есть большая часть процессов уже отлажена. Но здесь еще же самая большая ценность того, что человек, имея определенную сумму инвестиций, адекватную, да, то есть адекватная сумма инвестиций, это может быть и 5 миллионов, и 8 миллионов, да, который может позволить себе одна семья, он начинает получать свой доход в рамках 500 миллионов рублей в месяц получать. И окупаемость проекта достаточно быстрая. Да. То есть, вот на сегодняшний день мы транслируем такую концепцию 18+. 18 месяцев. Да. 18 месяцев срок окупаемости, 18% прибыли. 18? Да, то есть вот два момента основных мы заложили, то есть 18+, мы получаем среднестатистическое по сети у нас 18% прибыли идет, и, соответственно, среднестатистический по сети это 18 месяцев срок окупаемости. Очень много франшиз, да, то есть на рынке очень много, да, и в чем, получается, помимо входа, да, плюс ваших будущих партнеров, чтобы они присоединялись к гриль номер 1? Я считаю, что плюсов достаточно много, да, потому что мы постоянно совершенствуемся. И, знаете, вот франшиза, я тоже думала очень много по поводу франчайзинга. У франчайзинга на самом деле два основных задела, такие 2 основные большие цели. Первое, франчайзинг – это масштабирование бизнеса для получения наилучшего экономического результата. И вам важно понимать, что собственник, основатель концепции всегда держит это в голове. Когда мы создавали концепцию, мы понимали, что допустим, на 5 тех заведений, которые у нас были до этого, мы не сможем сделать классный сайт, да, классное мобильное приложение, нанять, допустим, крутого операционного директора и так далее и тому подобное. Маркетолога, да, руководителя отдела маркетинга. То есть для меня первоочередная задача – это с кем работать. То есть мне важно работать с самыми лучшими кадрами у нас на рынке. Для меня это был очень сильный мотиватор, и, соответственно, вот эта тема франчайзинга очень органично вылилась. Да? То есть у меня не было основной задачи быстро заработать, да, деньги, быстро привлечь инвестиции, потому что инвестиции нам не требовались для развития собственных заведений. Развивать в других городах, да, мы видели потребность в том, что делать безопасный фастфуд еще 5 лет назад в других регионах. Но, тем не менее, нам важно было, чтобы у партнеров с других городов тоже было это осознание, было желание пойти в эту сторону. И вот когда ты держишь в голове эту фразу о том, что такое на самом деле франчайзинг, да, и для чего он создан, и управляющую компанию нацеливаешь на это, то есть мы, ребята, должны принести
большее количество денег, чтобы они получили у себя на торговой точке, для того, чтобы брать эти роялти-платежи. Да, чтобы у них не было. Да. То есть мы должны, например, своим брендом привлечь большее количество гостей. Мы должны оптимизировать вот эти расходы на сайт, на мобильное приложение, содержание, да, на содержание колл-центра, на поиск персонала. То есть мы берем эти денежки просто в общую копилку, мы оптимизируем там все эти расходы, и управляющая компания — это точно такая же организация, не точно такая же, это совершенно другая финансовая модель, но она вам должна приносить 10-15% прибыли, да, то есть у вас должно доход, быть... за счет экономии. За счет экономии, да, и за счет построения и постоянных инвестиций, да, то есть первые там 3-4 года мы туда только инвестировали. И вот у меня муж, как человек, который практичный, да, на земле, приземленный, да, это мы тоже об этом можем поговорить. Чем должен мужчина заниматься? Он должен качать ресурсы постоянно, да, он такой фундамент. Говорит: Настя, ну что там по франчайзингу, есть деньги? Я говорю: нет. Вообще ни копейки. Когда ты эту тему закроешь, да? Или что будешь делать, да? Не, это определенное обязательство для него в первую очередь, как для мужчины, который дал определенное обязательство. Я как бы девочка, да, такая порхая, мне важно, с кем работать, да, с кем. Какая атмосфера, да? Да. Что мы несем, да. А для него он дал обязательства, и вы помните, вот насколько он ответственный, как трепетно относится к своей репутации, к вообще своей жизни. Вот. И вот эти вот очень важные моменты, обязательств, которые ты взял на себя. И вот еще такой интересный момент по поводу франчайзинга, да. По сути, когда ты даешь обязательства, компания какая-то дает обязательства, она не может позволить себе не развиваться, да. То есть ты не можешь не ввести новое меню, ты не можешь не обновить материалы, да, маркетинговые, ты не можешь быть не в тренде, да, ты постоянно должен быть в процессе саморазвивающейся организации, то есть это обязательства определенные. Также очень интересно получилось, да, когда я для тебя выбирала подарок, ну, конечно, якутский подарок, он обязательно был, да, но помимо этого на Алтае, когда я сказала, что я еду в офис, да, к ребятам, у которых есть бизнес, они предложили вот эту тоже энергию мужского и женского, да, и сказали, что это должно у вас стоять в офисе. Здорово. И, кстати, такую же картину я увидела у тебя, да? Да, вообще такая небольшая мистика была, да? Ну, давай пойдем посмотрим по офису, да? С удовольствием. И представляешь, мы же не договаривались, да? Ну вот, смотри, какая чашка с вообще. Спасибо большое. Да, это, ну, вот у нас наш якутский бренд, да, специально, вот, ну, для нас считается, что посуда это всегда дарится прям с любовью, с благодарностью, да. И посмотри, какая чашка, и вот эта душа ребенка пришла, да, ну, то есть прям вообще так интересно, это и Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо. Да, вот. Ну вот, кстати, видишь, говорили 1,50 ресторанов, 16 городов. Уже 50 настало. Это что было? Не, ну это прикольно. Да, это Горно-Алтай, Пенза. И еще открытие, да? Сколько открытий планируется, ребята? Так, в этом году у нас еще планируется порядка 8 открытий. 8 открытий, то есть до конца года, да? Да. До конца года. Настройки уже идут. Мы в новые регионы выходим, в Казань, в Пензу. В Пензе недавно открылись буквально. Остальные города по Сибири, по Кузбассу. Распространяемся по Новосибирску. Такое глобальное развитие у нас планируется. Только что вот не комментирую. Молодец. Да, ничего, все живое, все по-настоящему это, да. Нет, ну классно, ребята, вообще, просто. И это же когда в Благовещенске уже откроемся. Да. Благовещенск, да, мы тоже ждем такие. Ну, пусть там, когда локация родится, значит, пока, я говорю, пока еще время не пришло. Ну, всегда же так. Ну, пока еще времени не пришло, всегда говорю так. То есть это вообще управляющая компания. Здесь 2 компонента, да, все?
Да, У нас маркетинг 3 еще. кабинета. 3, Да. Да, еще маркетинг. Маркетинг и еще ребята, которые франчайзингом, продажами сейчас занимаются отдельно у нас. А, IT еще внизу же, да. Еще да, IT, да? Да. 5 кабинетов? Да. Ага, а сколько вообще, ну, 30 сотрудников только управляющей компании, да. Мгм. Круто, круто. И это, знаете, это же все очень по-настоящему, когда ты вот это видишь в таком региональном Мгм. городе, что вы, ребята, делитесь своим опытом. Это классно. Вот когда-то, я говорю, 15 квадратов начиналось, а сейчас это большая управляющая компания, и которая уже открыла 50 ресторанов. Так что, ребята, поздравляю вас. Здравствуйте. Это, мне кажется, маркетологи, да? Нет, отдел маркетинга. Маркетинг там. Да? А у вас что за А у отдел? нас сейчас обучение проходит, тут я один сижу. Это просто... Это наша продажа франшизы. Да, Влад, это наше лицо по продажам франшизы. Очень приятно. Лена у нас новый территориальный управляющий. Я здесь случайно в этом кабинете. Я не местная. Ага, отдел продаж, да? Здесь. Да, да. А здесь отдел продаж. Здравствуйте. 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 Это маркетинг наш. Маркетинг, где вот вся концепция продается через этот кабинет. Больше продукт. продается. Продукт, да. Все креативные части, мы не да? продаем. Ага, все креативные. Посмотрите, Все продает сама себя. ага, посмотрите, открытие Кемерово. Да, Киселевск, Кемерово, Киселевск, Искитим и энтузиастов. Это барнаульская торговая точка. Ага, это вот прям Это фокус. планы маркетингового отдела. Вот. Руководитель в отпуске. В отпуске, да, наполняется. Наполняется, правильно, правильно. Скажи про книги. Давай, с Как ты, удовольствием. да, вот последняя книга, это, первая книга у меня есть, это «Фастфуд на миллион». Вы можете его найти в ресторанных ведомостях. На Озоне. Да, на Озоне тоже там есть, да. И Настя там приводит все цифры, как вести вот стритфуд, бизнес стритфуд, и прям операционка вы можете открыть вот как прям учебник, да, и по ним посмотреть, сверить свои расходы. Да, там очень хорошая книга, и как вывести свой небольшое кафе на миллион прибыли. Так что «Фастфуд на миллион» рекомендую. Спасибо. А следующая, вот это же совсем новая книга. Да. Она вышла не так давно, в январе месяце мы выпустили. Ну, это вот опять по настройкам, да, мы пошлись. То есть вот я всегда пишу, рассказываю то, что, ну, мне, наверное, интересно, актуально на сегодняшний момент. Когда выпускали «Фастфуд на миллион», это уже 3 года назад было, то есть мы досконально изучили тему стритфуда и поняли, что мы можем этим поделиться, да, поделиться для тех ребят, которые только начинают свое дело, потому что не всем, например, интересно идти во франчайзинг, и это круто, и это нормально, что у тебя есть определенный капитал, и ты хочешь реализовать именно свою идею, открыть свой стритфуд. Так вот, для таких ребят я, соответственно, выпустила книгу. «Фастфуд на миллион» — это вообще супер книга. Вот, где все цифры приводятся. Единственное, что, конечно, цифры, может быть, уже где-то не актуальны, и в этой книге я уже заложила QR-коды для того, чтобы информацию как бы обновлять, актуализировать. И я надеюсь, что, возможно, у нас будет перевыпуск той книги, да, где я тоже вот заложу QR-коды для того, чтобы, ну, информация была более актуальная, интересная, свежая. Ну, и поделилась всеми разработками, которые у нас были в гриле, в плане автоматизации, стандартизации работы. Вот, это содержится в первой книге. Что касается второй Давай книги... покажем. Ага. Рестораторы. Курс на франчайзинг. Продавать или покупать? Да. Здесь, получается, я уже объединила опыт нескольких успешных франчайзинговых заведений. Я разговаривала с основателем хлебницы, с ребятами, которые открыли хачапури, шашлыков, и подмечала там определенные важные моменты и, ну, делала определенную структуру построения франчайзингового бизнеса в целом. И там затронуты темы не только построения франчайзингового бизнеса, немножко из истории, да, немножко
таких основных экономических моментов вообще в целом франчайзинга. Немного было информации о юридическом обосновании франчайзинга и о том, что на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет закона о франчайзинге. И случайным образом меня приглашают к коллегам, к нашим, которые участвуют в разработке нормативно-правового акта по франчайзингу. Вот, и я думаю, что мы тоже свою лепту в это внесем, и совсем скоро у нас появится закон о франчайзинге, который в том числе будет защищать, да? И регулировать отношения именно в ресторанной теме, потому что ресторанный бизнес, фастфуд-бизнес, на мой взгляд, очень активно франчайзинг на сегодняшний день развивается. И я думаю, что эта индустрия, она так немножко впереди вот именно франчайзинговых отношений. Там уже есть определенная практика франчайзинговых отношений. Думаю, что будет полезно всем поучаствовать в разработке этого нормативно-правового акта. Вот. Потому что на самом деле же основатели, концепция, управляющая компания, да, бывает, что через какое-то время, да, то есть интересы с партнерами разводятся, да, и нету как регулировать эти вопросы, да, потому что и когда люди не договариваются, кто-то идет там, уходит с партнерских отношений, да, вывески меняют или вообще там оставляют вывески, там достаточно много спорных вопросов, вообще очень много, да. И вот, допустим, договор коммерческой концессии мы сейчас заключаем на 10 лет. Казалось бы, большой срок, да, 10 лет ты заключаешь договор коммерческой концессии, но по сути, вот я считаю, что ты, если идешь во франчайзинговый бизнес, то, наверное, ты связываешь с этим всю жизнь, да, потому что говорить о том, что ты построишь за 10 лет франчайзинговый бизнес, мне кажется, это немножко опрометчиво, наивно, вот, потому что 10 лет ты только какие-то первые стандарты отточишь. А вообще, если там в рамках категории, то жизнь франчайзингового бизнеса должна там 20, 30, 40 лет, да, либо как вот в Америке, это уже там больше 50 лет нашим основным мастодонтам фастфуда. Да. Либо кофейным мастодонтам, которые строили действительно большие сети и несли за это ответственность, развивали индустрию в целом общественного питания. Да, как Starbucks, да, Starbucks. У меня, кстати, есть партнер подкаста, да, это книжный магазин Starbucks. Я очень долго выговаривала Starbucks правильно, а сейчас, потому что Starbucks говорила, а сейчас наоборот, Starbucks начала говорить Starbucks. Вот, но основная ценность, мне кажется, этой книги заключается в том, что я даю структуру управляющей компании, да, потому что мы эту структуру выстраивали в течение 3-4 лет, и мы ее выстраивали интуитивно, да, то есть я ни за кем не подсматривала, ни у кого не уточняла, да, как эту структуру выстраивать, а здесь я уже даю готовое решение, с чего нужно начать, как выстроить эту структуру, какие должны быть основные отделы. И потом, когда я опрашивала ребят уже, то я сверилась с этой структурой, что, я как бы сделала все правильно. То есть ребятам, которые хотят создать свою франшизу, просто нужно как азбуку взять, прочитать, и свериться. Да, то есть здесь опыт нескольких франшизных проектов. Да. И здесь, знаешь, есть определенная боль по поводу того, что продавать или покупать, да, все-таки, может быть, вам комфортнее остаться на том уровне, в котором вы сейчас находитесь, да, потому что я привожу экономику, инвестиции, да, которые вам потребуются во франчайзинговый бизнес, и те проблемы, с которыми вы столкнетесь, подводные камни, проблемы, да, и вам нужно ответить на вопрос, стоит ли это того, какой все-таки масштаб вашей личности, и масштаб, он же больше про глубину, да, про отрасли, и этот масштаб можно получить как бы в рамках текущего города, и получить очень хороший масштаб, и например, Илья Сухих, это прекрасный пример этого масштаба, и понимание своего масштаба личности. И это очень круто, и мне кажется, нужно очень сильно исследовать себя, понимать, зачем я туда иду, и понимать, что ты действительно на всю жизнь будешь связан франчайзинговым проектом. Понятно, что ты можешь продать в любой момент свой проект, да, там еще какие-то моменты, но я сейчас знаю, насколько твой культурный код, он сильно отражается в культурном коде бизнеса, да, и ты туда закладываешь все самое лучшее свое.
особенно франчайзинговый проект, и потом он еще больше напитывается, усовершенствуется твоей командой, которая тоже свои определенные культурные коды туда закладывает. Это, конечно, становится уже потом невероятной силой, да. Вот, единственное, что вот нужно свериться с собой. Я вот, знаешь, у меня были запросы постоянно на консультации по франчайзинговому бизнесу. И я как-то туда осознанно не шла. И знаешь почему? Потому что вот мне не хотелось давать просто структуру франчайзингового бизнеса. Но вот сейчас вот я, например, понимаю, как я выстрою консультацию, да, следующую, если она у меня будет, я буду начинать с вопросов, а зачем вообще ты туда идешь, а какой масштаб твоей личности, да, потому что структуру дать, вот, пожалуйста, книга, берите книгу, да, изучайте структуру, здесь нет ничего скрытого, да, нет там никаких подводных камней. А вот покопаться к себе или даже лучше, знаете, коучу отправить, да, перед тем, как ты собираешься франшизу продавать. И в этом ключе немножко подумать, ну, потому что на самом деле в дальнейшем может быть очень много разочарований. Конечно, конечно, да. Я немножко даже примерила, и я поняла, насколько вот, то есть это же тоже определенная там команда должна быть, да, определенные люди, которые горят этой идеей, да, которые тоже хотят это нести, да, делиться, да, и вот это все собрать, да, и сделать вот эту сильную управляющую компанию, которая будет нести ценность, это очень большая ответственность, да, потому что люди, партнеры к тебе придут с деньгами, да, и они захотят, возврата, во-первых, да, и всегда будут дай-дай, да, потому что они платят роялти, и за эту роялти всегда будут от тебя требовать ценность, да, поэтому в общепите это достаточно очень сильно сложная бизнес-модель франчайзинговая, я считаю, что, да, поэтому, но когда есть сильная управляющая компания, вот мы в Шашлыкове, да, как вот гриль, да, вот когда есть настоящая управляющая компания, как у Додо, да, то есть тогда партнер даже не задумывается уйти от проекта, да, или не платить роялти, да, но чтобы такую создать, это достаточно большой объем времени и ресурсы. Ресурсы нужны, команда нужна, желающих, которые хотят это сделать и нести. Поэтому, Настя, вы создали эту ценность, которые к вам идут партнеры, да, и получают больше, чем платят, да, поэтому... Да, я надеюсь, что... Да, поэтому я просто говорю, здесь в гриле вот стартовый вход очень комфортный, очень демократичный, и бизнес-модель, которая уже успешными кейсами, да, 50 филиалов, да, то есть если партнеры открывают, это вот прямо совсем другой показатель, и я просто знаю даже, похожие концепции, как в гриле, да, но даже там внутри заходишь, и по вкусу продукта, по атмосфере, там видно, как, там видно, что не хватает руки, требования, да, требования стандартов не хватает, да, а у тебя совсем другое, да, поэтому мы сегодня еще покажем. Мы сейчас в гости приехали на вторую концепцию Насти и Станислава. В прошлом году, когда мы приезжали в гости, это было только в мыслях, а сегодня уже 2 кофейни принимают гостей, кормят, и 3-ю они уже строят. Пойдемте посмотрим. Такой интерьер очень стильный, лаконичный, да, и зелень, вкусное кофе, вкусная еда, такая атмосфера уюта и тепла в кофейнях музыки, десертики, открытое пространство, бариста, детский уголок. Гости из Якутии уже играют, пробуют. Да? Вот что значит, когда предприниматель делает свое дело с любовью. И я думаю, что Easy Coffee, и их тоже будет большое количество.
такой масштаб Насти и Станислава. После манифеста, Да. после того, что уже сделано, да, после понимания себя, что я хочу нести этому миру, после уже вот кейсов, которые есть, да, ага, что хочется сейчас? Мы к чему вообще стремимся всегда? Мы стремимся к тому, чтобы получать удовольствие от своей работы и чувствовать вот эти вот мимолетные моменты счастья, да, от того, что ты уже сделал. Так вот, сейчас у меня, наверное, такой момент, такой год, когда мне хочется больше, наверное, получить ну, вот удовольствие от того, что уже сделано, проделано, получить определенный такой как бы кайф от тех процессов, которые уже сделаны. И вот на манифесте я для себя поняла, кто я. Я сейчас вам расскажу. Да. Вот, это очень такое интересное определение, которое мне очень сильно зашло. Определение звучит следующим образом. Я считаю, что я предприниматель по свету. Что такое предприниматель по свету? То есть ты свет, вот этот прожектор, направляешь на самые сильные качества команды, на самые сильные качества бизнеса, подсвечиваешь основные моменты постоянно и подсвечиваешь в то же время проблемные зоны, которые требуют роста. Вот, и наполняешь смыслами все происходящее. Да. И вот этот вот прожектор, он действительно со мной, мне кажется, ассоциируется, и мне сейчас очень важно подсветить те проблемные зоны роста, которые на сегодняшний день есть в гриле, подсветить для того, чтобы их исправить, сфокусироваться на чем-то самом важном, на сильных сторонах команды, на сильных сторонах партнеров. И вот этот фокус правильно пронести в следующий год для того, чтобы уже удвоиться в объеме, в количестве партнеров и заведений, потому что мы действительно это можем с нашей командой, и мы действительно чувствуем потребность в нашем продукте именно в регионах. Да? То есть мы не говорим о том, что мы там хотим покорить столицу, но тем не менее у нас есть непаханное поле наших регионов, где мы можем показать очень хороший результат. То есть мне важно вот эти моменты все подсветить сейчас для команды. Что касается Изи, это тоже процесс становления на сегодняшний день идет. Здесь мне больше требуется наполнение смыслами. Да? То есть мы про что все-таки больше, чем просто варить вкусный кофе, готовить вкусную, качественную еду и десерты. И вот здесь, вот знаешь, уже не беру на себя ответственности приходить с этими смыслами, да? Поэтому у нас и в гриле, и в Изи запланировано 2 мероприятия. Первое мероприятие сейчас будет в гриле, где мы подкорректируем миссии по каждому из направлений, потому что мы понимаем, что у нас уже достаточно много направлений появилось, и есть управляющая компания, которая несет свою миссию для партнеров. Да, и это вот немножко другое, чем просто для гостей, чем для тех, кто получает эту продукцию, чем для сотрудников. И мы вот эти вот направления решили немножко как бы подкорректировать для того, чтобы у всех было понимание, что большего мы несем нашим партнерам, да, партнерам, нашим гостям, нашим сотрудникам, потому что команда в целом это тоже очень важно для нас сегодня. А в Изи нам нужно сделать манифест, и опять-таки я не иду туда одна, то есть мы идем с командой, мы исследуем эту тему, то есть мы понимаем уже нашу целевую аудиторию. Понятно, что можно было манифест сделать сразу, да, там, допустим, как делают многие концепции, да, закладывают там уже определенные более глубокие смыслы. Но мне, например, в новой концепции важно было понимать, как зайдет наш продукт, да, какая у нас все-таки целевая аудитория, да, будет, кто к нам будет приходить и что это за гости. И вот сейчас уже с этим пониманием мы выйдем на манифест, на нашу большую идею, что мы можем большего дать нашим гостям. Настя, завершая нашу беседу, да, знаешь, я хочу, вот чтобы люди услышали, наши гости, наши зрители узнали, да, вот сейчас 50 филиалов, когда-то это было 15 квадратных метров, да, что помогало тебе, вам, вы же с мужем вместе, что помогало масштабироваться, что помогало вам идти и делать, да, то есть потому что у нас в стране всякое происходит, да, и локдауны были, разные ситуации происходят, да, что помогает нести вот это предпринимательство в мир? Да, хороший вопрос, Маш, и я считаю, что здесь можно поговорить о 2 вещах. Первое – это энергия женского, мужского. Второе – мой любимый термин на сегодняшний день – это тандемократия.
Вот. И первое – это энергия мужского, женского. Я вот сейчас анализирую время, и я понимаю, что в паре, неважно, может быть, это там мужская, женская энергия, она может меняться, да, но вот один из партнеров должен качать ресурс, да, то есть это ресурсная энергия, это фундаментальная энергия. И вот у меня муж такой, да, у него ресурсная, фундаментальная энергия и визионерская энергия, да, то есть он видит далеко наперед, он понимает, как жить без тенденций, да, потому что есть тенденция, есть что-то более глубокое и важное, что для тебя будет вечно. Вот, и у него большая такая визионерская миссия. А я, получается, занимаюсь тем, что я подхватываю его эту миссию, видение, и я могу эту миссию объяснить другим людям. Ты коммуникатор, да? Да, то есть да, ты да, продаешь идею, да? То есть то, что несет муж, да, то есть Да, супруг, да. и вот такой тандем получился, да? То есть я наполняю смыслами, я вдохновляю, и я подсвечиваю, да. Вот эта вот идея «Предприниматель по свету» — это, ну, действительно моя история, моя тема, и она мне очень нравится. Потому что я люблю свою команду, да, я люблю общение. Вот, но, например, когда ты в бизнесе, особенно во франчайзинговом, очень важна мужская энергия в плане коммуникаций с потенциальными партнерами, да, потому что пока на сегодняшний день культура бизнеса заключается в том, что, ну, все-таки большие коммуникации, большие инвестиции, они идут в мужском сегменте, да, и с мужской точки зрения это очень круто. Это позволяет нам оставаться девочками, да, это позволяет нести действительно наши глубокие смыслы, создание команды, вот, наполнение, да, пространством, собой там, и своими эмоциями, да, положительными эмоциями, потому что ты не перегружен, да, вот этими ресурсами, фундаментом, ответственностью визионерского видения, да, это все очень гармонично ложится. И второй момент, о котором я хотела бы поговорить, вот этот баланс энергии, да, Маш, баланс энергии, он всегда был очень важен, и здесь мне важно, ну, было оставаться вот все-таки девочкой, да, в этом во всем, вот эту вот энергию, баланс этой энергии нести в бизнес. И знаешь, это для меня вот, ну, наверное, какой-то такой даже более глобальная сейчас задача заключается в балансе этой энергии и в сохранении определенного ментального здоровья в целом для бизнеса, да, потому что мы сейчас чем заинтересованы, как, например, свою энергию восстановить. А вот ты восстанавливаешь эту энергию для чего? Для какой большой задачи? Да? То есть в первую очередь нужно вот покопаться в смыслах и понять, зачем ты ее восстанавливаешь. И она к тебе придет на эти задачи очень легко и очень быстро. И иногда забываем про здоровье, про свое, да, про глубокое здоровье. И я считаю, что вот это одна из моих тоже миссий, напоминать, что мы в балансе должны быть этого ментального здоровья. И тогда, мне кажется, вот баланс и середочка этого ментального здоровья — это твоя действительно вера. Вера в себя, вера в свою идею, вера в то, что ты нужен этому миру. Здесь есть психологические моменты, духовные моменты гармонии и непосредственно, ну, физическое твое здоровье. И второй момент — это тандемократия, о которой мы можем немножко поговорить. Что такое тандемократия? Это искусство рулить вдвоем. Да? И я, когда вот этот термин узнала, раскопала, услышала, я сначала зафиксировала те принципы построения бизнеса, которые у нас есть с мужем, а потом прочитала книжку про эту демократию, сверила, что эти принципы, они абсолютно схожи и полностью пересекаются. И если вы можете строить бизнес друг с другом, либо с каким-то другим партнером, да, это не обязательно, вот вы с мужем выстроили бизнес, вы эти принципы тандемократии несете в целом в команду. И там на каждом из уровней и получается вот этот вот союз, когда вдвоем гораздо больше, чем по одному. Да? То есть вот это усиление, да, получается. это усиление. Это когда 1 + 1 это равно 3. И вот основные принципы тандемократии, они в чем заключаются? Это общая мечта. Да? Первая общая мечта, то есть вы мечтаете, идете к одной цели. Я даже не буду эту цель называть, это вот, ну, что-то больше. Это определенно, это big-идея, да, большая идея вашего бизнеса, большая мечта. Второй момент — это доверие. Доверие должно быть глубокое, и я вот для себя поняла, что доверие, ну, оно может быть на разных уровнях. Допустим, первый уровень доверия, когда человек приходит, и ты доверяешь ему компетенции определенные, да.
Потом ты доверяешь, либо сразу доверяешь коммуникации с другими людьми, с партнерами, так же, как ты коммуницируешь внутри бизнеса. Затем у тебя есть коммуникации, доверие контроля, да, то есть этот человек берет на себя доверие в рамках регулирования зон контроля, да, в организации. Потом ты доверяешь идеи и инструменты, то есть этот человек уже может в твой бизнес привносить какие-то новые идеи, инструменты, а потом это доверие идет на уровне фокусов, да, то есть ты уже настолько прислушиваешься к этому человеку, что он тебе может подрегулировать по фокусам, да, в своем именно направлении. И вот для меня сейчас очень актуален, интересен момент по поводу юридического доверия, да, то есть когда ты уже бизнес юридически, да, закрепляешь за командой, за своей, да. И вот это доверие можешь выстроить. То есть первый момент — общая мечта, потом доверие, потом солидарность. Да, солидарность — это когда ты делишь не только победы, но и поражения какие-то. То есть ты идешь в неизвестность. И если ты проиграл, то вы должны быть солидарны друг другу, не винить там друг друга о том, что ты проиграл. Принимать, да. И мы в своей команде тоже говорим, мы понимаем, что вы рискуете, например, когда берете ответственность на себя, но мы принимаем эти риски и понимаем, что может что-то не получиться, да, и это нормально. И это вот как раз про солидарность. Вот есть еще такой интересный момент, как общность интересов, да, то есть у вас должны быть интересы чуть больше, чем шире, чем просто про бизнес. И у нас сейчас в команде очень крутая штука такая идет, я не могу просто не поделиться. То есть у нас в этом году мы выбрали такой фокус безбюджетных мероприятий, и мы просто нашли кладезь талантов на самом деле. То есть у нас каждый человек делится чем-то своим, то, что он умеет делать, да, то, что, ну, тот курс, который он прошел, те инструменты, которые он прошел. Вот, одна из девочек у нас йогой хорошо занимается, у нас будет открытый урок по йоге, да. У нас операционный директор занимается нутрициологией, она будет нам рассказывать про основные принципы нутрициологии. То есть это конкурс таланта? Нет, это не конкурс, это вот просто вот такие открытые мероприятия, на которые собирается вся команда, и нам всем интересно послушать и вот как бы повысить свой уровень образованности. Шеф-повар, например, у нас проводил мастер-класс по приготовлению итальянской пасты. Ну, то есть вот это вот в таком ракурсе, в таком ключе, то есть мы ищем, ну, чем ребята занимаются, и то, что они готовы показать, транслировать команде. Делиться, да? То есть и это же тоже политика, быть открытыми, делиться и человека раскрывать по-другому, да? То есть он сегодня, получается, операционный директор, да, а завтра он нутрициолог, да? Это уже очень интересно. Да, то есть это вот общность интересов, как раз рассказать о чем-то большем, чем просто работа. Я буду обязательно делиться про культурный код, да, про то обучение, которое я прошла. Расскажу, как создавать свой манифест, какие этапы нужно пройти для того, чтобы каждый создал свой культурный код. Даже вот по жизненному пути. Да, это очень важно. Еще один принцип — это индульгенция, да, то есть позволять чуть больше, чем всем остальным. Да, то есть вот... Разрешать себе? Нет, не разрешать себе, а разрешать своему партнеру. Чуть больше, чем всем остальным, да. Пусть это будет какой-то пунктик, но тем не менее вот этот человек в своей сфере, например, несет там чуть больше ответственности, там, чем все остальные, и это круто. Еще знаешь, какой есть? Интересный такой, и мне было удивительно, почему его туда как записали, включили. Это одинаковое чувство юмора. Это чувство юмора в команде. А на самом деле оно есть. И я думала, вынести его или не вынести, это чувство юмора, потому что мы как бы с мужем тоже любим посмеяться, и вообще в целом в команде. А оказывается, это вот один из принципов научно выявленный, которые вынесли в понятие тандемократии в целом. То есть вот это тоже фундаментальный принцип, это единство чувства юмора. Единство чувства юмора, да? То есть благодаря тому, что вот есть партнерство, есть вот эта тандемократия, получается, вы проходите все испытания, которые, встречаются, да, то есть встречаются во внешнем мире. Да. Раздраконим аппетит! Гриль!
1. Настя, помнишь, когда мы только познакомились, для меня было очень удивительно, что ты в своем городе продаешь франшизу. Да. Да, то есть это же, ну, то есть обычно в город, где есть основатель, да, он же только свое развивает сеть, а ты тогда уже делилась, даже в формате своего города, делилась своим проектом. Вот как к этому пришла? Это, видишь, это фокусировка. То есть вот мне важно, чтобы предприниматель сохранял свой фокус, да, вот многие говорят, я серийный предприниматель, я предприниматель сфокусированный. И если, например, мы поставили себе цель развивать франшизу, я знала, что мне нужно вкладывать в интеллектуальный потенциал команды. И я сейчас не могу вкладывать деньги, в масштабирование, в инвестиции торговых точек. Да? И вот мы для себя эту цель поставили, сфокусировались на этом, и, соответственно, тогда созрела потребность, что в городе у нас тоже появятся франчайзинговые партнеры. И так мы еще лучше сможем обкатать эту модель, нашу франчайзинговую, сможем привлечь тех партнеров, которые действительно хотят открыть франшизу, но не могут переехать в другой город. И мне кажется, одни только плюсы. Да, это вот прямо говорит вот о целостности, да, то есть иногда у нас просто в России так принято, что я сам же производитель, я же сам же буду продавать, доить буду сам, да, йогурт буду делать сам и вообще магазин открою сам, да, то есть вот совсем другой подход, да, то есть прям, это фокусировка, и такой подход вообще очень популярен вообще за границей, да, то есть там я просто видела в Корее, когда один завод, и там производят все разные форматы брендов, там, молочную продукцию. Ну, это представляешь, вот какое объединение по интересам, и они уже думают другими категориями, да, они думают про экономику в целом, для того, чтобы объединить ресурсы, для того, чтобы получить максимальный экономический результат, да, то есть когда вот мы ставим более глубокие задачи в индустрии, то и результат получается совсем другой, и ты понимаешь, зачем ты это все делаешь, все. Ну, и также у нас в сельском хозяйстве, да, то есть посмотрите, все, вот сколько вот этих грантов, да, то есть получают, и все начинают сами создавать вот там производство, там фабрику и так далее, да, а в Корее там тот же, кто выращивает капусту, только капусту, кто солит капусту, вот кимчи делает, только одни, вот именно фокусировка направленности, то есть это имеется в виду, это ментальность, да, какой вот ментальность, а здесь мы ни с кем не хотим делиться, вот здесь есть у нас проблемы, да, то есть, а вот ты говорила про провальные проекты, да, то есть оно такое тоже есть место быть, да, можешь поделиться, что вот, как бы за 11 лет вот. Было много, много проектов. Было 2 заведения, которые мы закрыли, собственные заведения, тогда, когда у нас еще не было франшизы, мы не продавали франшизу, и причем закрылись по внешним обстоятельствам, да, то есть не по финансовым обстоятельствам. Это было достаточно неприятно, больно, да. Конечно. Были примеры закрытия как собственных заведений по вынужденным обстоятельствам, были варианты открытия партнерских заведений, да, тоже у нас был опыт открытия пиццерии. Другая концепция, да? Да, другая концепция. Но я считаю, что мы, наверное, были не готовы к новой концепции и к другому, наверное, партнерству. Да? Вот как раз не прочувствовали друг друга в плане партнерства, и вот не сложилось того тандема, той тандемократии, который могло бы сложиться в других проектах. Ну, то есть бизнес это не всегда про успешный успех, да, то есть это всегда есть и неудачи могут быть, и удачи, но, наверное, предприниматель есть на то и предприниматель, что он не останавливается. Да, не останавливается, и есть внутренняя миссия у предпринимателя, и я считаю, что предпринимательство — это вообще очень большая ответственность, и к этому тоже нужен особый подход. И да, действительно, если миссия это есть, то ты не останавливаешься, идешь дальше, работаешь над собой, над своим бизнесом, своим проектом. Какая у вас Настя крутая, да, ребята? Вообще. Я просто влюбилась. Вообще просто, понимаете? И в этом, я говорю, в этом и есть, и она настоящая. Да. Она
самыми вот семейными, обычными, ну, такими традиционными ценностями. Масштаб просто. И в то же время она вот эту женскую сохраняет, помогает вообще просто. Но и в то же время, ну, как бы Стаса, ну, дает ему дальше, чтобы он хотел дальше идти. Вот такую мощную опору.